Всем привет, ребят! Поступила информация, что в конце села гуляет медведь. И решил съездить, поснимать, если получится, если увижу я его. Может и уже давно он ушел оттуда, но кто его знает. Сейчас съездим, посмотрим, поснимаем, что и как. День сегодня вообще исключительный. Смотрите, как солнце светит. И заморозки, наверное, сегодня будут крепкие. С левой стороны сказали, что видели. Глянем, там уже кто-то тоже ездит. Ну, для интереса, вот тут. Прям тут его видели. Не знаю, куда эта дорога ведет. Конечно же, наверное, не будет он нас ждать. Кругом дымит. Там костер. Интересно, куда эта дорога ведет? Посмотреть. Сенивали? Вот Ванька, который видел его прям возле этих, как сказать, копна, что ли. Видать, уже ушел. Он очевидец. Ванька, дядя Ваня, так скажем. У Сереги на рассвет там канал. Частенько там вы видите из подписчиков. Не, удрал, видимо. Может, где-то и смотрит на нас. Давай, Ванька, расскажи, как все было. Но вкратце там объясни, как, что. Ну, он там был. Там он ходил, да? Да. Потом я назад сдал, посмотрел. Да. Он пошел сюда. Я потом объехал сюда. Да. И он увидел меня, этот медведь, и на меня побежал. Я потом уехал. Испугался чуть-чуть, да? Он большой, нет, маленький. Средних размеров. Не знаю, ну вон там хоздвор. Вот там хоздвор уже, считай. Буквально там 300 метров до него. Ну и коровы мычат, может, в ту сторону он убежал. Может быть, тоже. Возле озера. В той стороне с утра видели. Ну вот где-то один шастает тут. Да. Мне Сергей позвонил там. Говорит, иди съезди, поснимай, а нас он не будет ждать. Вырублю на машину. Так, надо сходить, глянуть.
На рожон тоже не хочется лезть. Фиг знает, что у него в голове. Не раз с ним встречался в разных ситуациях. Если с оружием как-то себя более-менее увереннее чувствуешь, а вот без оружия, ну просто так он к селу не подходит. Значит, ему что-то не хватает корма. А тут все равно что-то да он находит. Потому что отбросы от хоздвора там бывает навоз выкидывает, а там отруби и все остатки чего-нибудь, корма какой-нибудь. Также остатки картошки там, чем кормят там, интересно. Ну вот, все эти остатки. Вот, поэтому он выходит сюда. Так, ну ладно, не получилось поснимать его. Спрятался хитрец. Но одно знаем, что надо быть осторожным, потому что возле села бродит. То здесь видят его, то возле озера вот с утра сказали. И где Серега вот гуляет, Серегины рассветы, вот Сергей знакомый, тоже вот Умка говорит, все время чего-то пугается в одном и том же месте. Она чувствует, видимо, запах этого зверя, поэтому и себя так осторожно ведет. Прям под коляску, говорит, лезет. Понимаю, если ночью он выходит, а прям сейчас солнце еще высоко и не боится. Сейчас я еще туда съезжу, хочется мне посмотреть, куда дорога ведет. Там, наверное, тупик. Без машины как-то боязно, блин, туда ехать. Немножко песок, но он еще так и следы должны быть. Может, к хоздвору он ушел. Нет, туда если я залезу, могу и застрять. Дорогу толком не знаю, что за дорога там. Так, вроде нормально. Вот Олегу делать нечего, блин. Пошел искать медведя. Ай, блин. Так, ну, попробуем. Там уже все, там яма. Я туда не полезу, потому что эта машина для асфальта, а не для таких. Сюда сяду запросто.
Ладно, поворачиваю и посмотрим, может. Не, бесполезно. Идти не стану и ехать туда тоже, думаю, не стоит. Было бы прикольно поснимать с безопасного расстояния, безопасного расстояния. Их меньше, конечно, в этом году. Медведи, я имею в виду. Но вообще для них корма нету, вот и... Блин. Жизнь такая пошла в лесу. Раньше ягоды столько бери не хочу, а сейчас для зверей птиц даже нету. Еще остановлюсь, гляну. И... Никак успокоиться не могу. В сторону хоздвора я еще съезжу. Новая ферма тут. Отсюда я еще не снимал, ребят. Отсюда я еще не снимал. Вон вороны что-то дернулись, поднялись. Кто-то испугал их. Вон церковь. Видели? Совсем окраина села. Вот тут хоздвор так выглядит. Там дома тоже. Чё это вороны оттуда дернулись так, ну? Там вроде не скошено ничего. Туда бы съездить тоже, но... Не знаю, что нас ожидает, какая дорога. Ладно, буду возвращаться. Здесь где-нибудь развернусь. Там хоздвор старый тоже вижу. Опять вон поднялись. Чего они там пугаются, интересно? Кого они там пугаются так? Ну сколько их там? Ну, не вижу я его. Короче, спрятался Мишка.
Ладно, кто-нибудь другой может поснимает, удастся поснимать. Я буду разворачиваться тут. Тут тоже вот через поле есть дорога. Блин, кругом проволоки всяко разные тут. Вон сколько их проволок. Короче, все, возвращаюсь обратно домой. Сегодня 3 октября. Съездил поснимать в надежде увидеть медведя, но не получилось. Всех своих односельчан хочу предупредить, что возле села в стороне Боровска находится медведь. И просто так он к селу не выходит. Ну все, всем пока и до новых встреч.